Салиман. Баталдыкольская сельская библиотека представляет минуту историю, посвященную 155-летию Букиханова Алихана. Букиханов Алихан Мухамедович, видный общественный и государственный деятель, организатор и лидер Национально-демократической партии «Алаш», ученый, талантливый публицист, всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу и политическую самостоятельность казахского народа. Алихан Букиханов родился 5 марта 1866 года в ауле Токтраунской волости Каркалинского уезда Семипалатинской области. В 1886-1890 годах обучался в Омском техническом училище. В 1890-1894 год учеба на экономическом факультете Санкт-Петербургского императорского лесного института. В 1893 году активно принимает участие в работе политических, экономических, литературных и других кружков. Участвует в студенческих беспорядках. В эти годы он попадает под внимание департамента царской полиции и попадает в список неблагонадежных. Наиболее известна петиция 1905 года, подписанная на Каяндинской ярмарке жителями Каркалинского уезда Семипалатинской области, в которой высказывались основные политические и экономические требования казахов, была составлена Букихановым, Байтурсуновым, Акбаем, Дулатовым и Бекметовым. В этом же году Букиханова избирает депутата в Первую Государственную Думу Российской империи по Семипалатинскому округу. Участвовал в составлении документа, названного Выборгским манифестом, осуждающий роспуск Царской Думы. Именно с этого документа начинается политическая деятельность Букиханова. Издается газета «Казах», где Букиханов принял активное участие в ее создании, пишет статьи под псевдонимом «Сын степей». После февральской революции Букиханов принял участие в национально-освободительной борьбе казахского народа. В 1917 году удалось создать партию «Алаш», и Букиханов избирается ее председателем. Название партии предложено делегатом Уральской области юристом Жаншудас Мухамедом, и все его поддержали. Газета «Казах» стала печатным органом партии. Это было поистине историческое событие, поскольку впервые стало реальностью создания единого казахского государства. С приходом советской власти ему препятствует политической деятельности и отзывает на постоянное место жительства в Москву, где он провел свои последние 15 лет жизни. В этот период он продолжает заниматься литературной и научно-исследовательской деятельностью, пишет труды по истории, этнографии, литературе. В 20-х годах Букиханова дважды арестовали. В 1937 году вновь его заключают в Бутырскую тюрьму, ему предъявляют обвинение, возглавлял контрреволюционную борьбу против советской власти, установил связи с руководителями террористического центра в Казахстане и Москве. 27 сентября 1937 года ему назначают высшую меру наказания, и в тот же день приговор приводит в исполнение. Через 56 лет Букиханов был реабилитирован. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание.